Сирийское командование предполагает, что для полного контроля над Алеппо им нужно еще несколько часов. По мере того, как они продвигаются вперед, одновременно и усиливаются артиллерийские обстрелы и бомбовые удары по оставшимся под контролем повстанцам районам. Остающиеся в этих районах активисты и журналисты сообщают о непрекращающихся ударах. Один из них, Зухир Аль-Шимали, сообщает о происходящем в своем твиттер-аккаунте. Здесь, в последней части восточного Алеппо, удары с воздуха не прекращались всю ночь. Количество нападений ужасающееся, перестрелки не останавливаются, многие покидают город, но некоторые жители остаются. По подсчетам ООН, здесь еще остается до 50 тысяч человек. Активисты сообщают о валяющихся на улицах трупах. Люди погибают не только от бомбежек и обстрелов. В Алеппо уже холодно. Многие люди остались без крыши над головой. Это видеообращение 26-летней жительницы Алеппо Лины Шами. Оно облетело все мировые телеканалы. Оно опубликовано на ее странице в Твиттере. Это, наверное, мое последнее видео. Более 50 тысяч человек, которые восстали против диктатуры Асада, находятся под угрозой уничтожения. По словам активистов, в тех районах, куда вошли силы Асада, были казнены около 180 человек. Гражданское население сейчас сконцентрировано на территории, не превышающей 2 квадратных километров. Здесь нет зон безопасности. Каждая сброшенная бомба – это массовое убийство. Спасите Алеппо, спасите человечество. Организация Объединенных Наций сегодня сообщила, что 82 человека были расстреляны на месте силами Асада. Многие расстреляны в своих домах. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Кольвиль. Он сказал, что среди погибших были 11 женщин и 13 детей. Генсек ООН Пан Ки Мун выразил обеспокоенность происходящими в последние часы сообщениями о зверствах, совершаемых в отношении мирных жителей в сирийском Алеппо. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что за время штурма из Алеппо бежало более 100 тысяч человек, а остающиеся там 2200 повстанцев полностью окружены. Сложили оружие и вышли в районы, контролируемые сирийскими властями, 2215 боевиков. В соответствии с принятым решением президента Сирии, 2137 боевиков амнистированы. В отношении других проводятся проверочные мероприятия. Несколькими часами ранее советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланд написал в своем твиттере, что сирийское и российское правительство несут ответственность за все преступления, совершаемые правительственными войсками в Алеппо. Тем временем международные переговорщики пытаются сделать хоть что-то. Однако надежды на какой-то прорыв очень мало. США, Франция и Турция настаивают на незамедлительном прекращении огня. Россия же говорит о том, что перемирие не будет до тех пор, пока все повстанцы не уйдут из контролируемых ими районов. Проблема очень простая. Мы говорим, учитывая весь предыдущий опыт, когда боевики использовали любую паузу для того, чтобы перегруппироваться, получить пополнение из-за границы и с еще большим ожесточением терроризировать мирное население, давайте сначала договоримся о том, какие коридоры будут им предоставлены. Мы это вместе с американцами очень быстро можем согласовать. Турция, ведущая боевые действия против ИГИЛа на севере Сирии и поддерживающая оппозиционную свободную сирийскую армию, заявила о том, что ведет активные переговоры по прекращению огня со всеми сторонами. Мы считаем, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Алеппо как можно быстрее. Это не зависит от того, есть ли перемирие или нет. Переговоры о перемирии — это многосторонний процесс. Свободная сирийская армия и сирийская оппозиция готовы к этому. Взятие Алеппо, безусловно, станет самой большой победой для Башара Асада за все время этой 6-летней войны. Однако говорить о том, что сирийская оппозиция готова сдаться, еще очень рано. Главный координатор сирийской оппозиции Риад Хиджаб после переговоров с руководством Франции заявил, что отставка Асада остается их ключевым требованием. Мы не пойдем ни на какие компромиссы, мы не будем торговать правами сирийского народа, мы не предадим нашу революцию. Для тех, кто убивает сирийский народ, нет места ни во время переходного периода, ни после. Уже совсем скоро войска Асада возьмут под свой контроль Алеппо. А что случится с теми жителями, которые попадут в руки бойцов сирийской армии, остается только догадываться. Пока что они обращаются к миру с просьбой их спасти. Как этот учитель Абдуль-Хати Абду, который сегодня утром обратился к своим подписчикам по соцсети Перископ. Сейчас идут дожди.
Бомбежки немного стихли, силы Асада в 300 метрах от меня. Бежать некуда. Это последняя точка. Я не знаю, что сказать. Надеюсь, что вы сможете что-то сделать для жителей Алеппо, для моей дочери, для других детей. Я не знаю, что еще сказать. Надеюсь, что я смогу еще раз с ними пообщаться по перископу. I don't know really what to say.